каким правилам должна развиваться российская экономика, на неделе обсуждали на самом высоком уровне. Промышленники и предприниматели на съезде РСПП жаловались президенту на излишний контроль со стороны чиновников и просили снизить фискальную нагрузку. Ведь, по их словам, не только множественные проверки тормозят бизнес, а еще и неналоговые выплаты, которые лишь увеличиваются. Президент с бизнесменами согласился, проверок многовато. Он с этим столкнулся еще в ту пору, когда был главой контрольного управления президента. Мой коллега Михаил Акинченко побывал на этой встрече, поговорил с теми, кто делает бизнес, чтобы понять, чем помочь, как поддержать. Ведь от них зависит во многом, как будет расти экономика. И пока на главную просьбу снизить ключевую ставку глава Центробанка Набиуллина ответила уклончиво: поживем, увидим, стабильности в мире нет. Мы уже не представляем жизни без этого. Уже настолько сроднились. Жизнь оценивается деньгами. Мы делаем то, что нам нравится. Свежее молоко, натуральное сливочное масло, а скоро запустят цех по производству мороженого. И особая гордость – сырье с собственной фермы. Она обошлась Дмитрию Малову особенно дорого. Десятки миллионов рублей и почти 2 года тюрьмы. Строил с помощью государственных субсидий, собственных средств вложил в 4 раза больше, а в итоге получил обвинение в нецелевом использовании 1 080 000 рублей. Хищение в особо крупном размере. Было бы меньше миллиона, отделался бы штрафом. Но Дмитрий не сомневается, целью было именно посадить его в тюрьму. В определенный период шел передел собственности, и нам дали предложение, от которого мы, к счастью, отказались, передать наш завод определенным людям. Тогда возбудили уголовное дело и попытались отобрать. Никакие оправдания, что на каждую потраченную копейку есть необходимые документы, да и ферма построена и работает, не помогли. Лишь после обращения в Верховный суд предпринимателя полностью оправдали с правом на реабилитацию. Статистика только за прошлый год. 234 тысячи уголовных дел по обвинению в экономических преступлениях по всей стране. Меньше четверти из них дошли до суда, где еще треть развалилась. Но 8 из 10 предпринимателей, против которых начиналось расследование, в итоге разорились. Сотни тысяч человек потеряли работу, бюджет не досчитался миллиардов рублей налогов. Сложившееся положение дел оказалось настолько тревожным, что глава государства поручил создать специальную рабочую группу по взаимодействию между предпринимателями и правоохранительными органами и провел первое ее заседание. Правоохранители защищают интересы всего общества и государства, и это их святая обязанность. Предприниматели указывают на то, что очень часто сотрудники правоохранительных органов превышают свои полномочия и действуют таким образом, разрушают так нужную нам благоприятную бизнес-среду. А что эта сфера чрезвычайно важна, это не подлежит никакому сомнению. В рабочую группу вошли представители МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. На первом заседании они выбрали одну сторону стола, а напротив, как будто подчеркивая глубину разногласий, представители крупнейших предпринимательских объединений. Возглавивший рабочую группу руководитель администрации президента Сергей Иванов также выбрал сторону бизнеса. Впрочем, как отметил президент, всем участникам диалога предстоит как раз убрать все противоречия и отыскать точку равновесия. С одной стороны, у честных предпринимателей должна быть возможность работать спокойно. С другой, мошенники не могут оставаться безнаказанными. Здесь не будут разбирать отдельные частные случаи. Задача – поменять систему. Правоохранительные органы заводят уголовное дело на предпринимателя. В рамках расследования изымают документы, жесткие диски, иные материальные ценности, товары на складе. Как долго правоохранители могут держать их у себя, неизвестно. В законодательстве это вообще не оговаривается, вообще никак не регулируется. Тем временем работа компании, естественно, в таких условиях фактически останавливается, бизнес разрушается или, что греха таить, отнимается. Прозвучало и предложение разрешить предпринимателям, оказавшимся на время следствия за решеткой, продолжать руководить компанией через нотариусов, чтобы не допускать разорения предприятий. Тем более, что зачастую в процессе разбирательства выясняется, далеко не каждое нарушение – умышленное преступление. Разменилась ситуация на рынке, конъюнктура, возросла конкуренция, разорились партнеры или подрядчики.
Это они, подрядчики, исчезли с горизонта, и что делать? А виноват конкретный предприниматель. Далеко не всегда можно ставить знак равенства между теми предпринимателями, которые в силу обстоятельств не выполнили свои обязательства, и теми мошенниками, кто намеренно и сознательно идут на обман, на нарушение закона. За нарушение административного кодекса, конечно, в тюрьму не сажают, но и здесь формальный подход вредит не меньше. Эти бумаги на столе Валентина Миронюка, владельца небольшой столовой в Воркуте, лишь малая часть предписаний и постановлений за прошлый год. Роспотребнадзор, пожарная, трудовая инспекция. Каждый визит проверяющих всегда расходы. Я не смог просто предоставить вовремя документы, подтверждающие прохождение специальной оценки условий труда. Штраф 80 тысяч. И, значит, я потом просил о том, чтобы просто перенести дату подписания, значит, протокола и постановления. Мне было отказано, у меня был ребенок больной, я не мог просто прийти и подписать. А еще бывают и штрафы за штрафы. Это когда предприниматель не нашел денег заплатить в течение 5 дней после получения квитанции. В итоге визиты проверяющих обошлись Валентину в прошлом году почти в ту же сумму, что и налоги – около 800 тысяч рублей. Именно чрезмерное административное давление, по мнению предпринимателей, одна из главных проблем российского бизнеса. Возможно, решить ее поможет новый закон о надзоре и контроле, в разработке которого участвуют и те, кому этот новый закон предстоит исполнять. Мне кажется, мы очень близки к завершению. Здесь основной рубеж, Владимир Владимирович, это сроки полномочий нынешней Думы, да, потому что если это уйдет в следующую Думу, ей придется еще раскачиваться какое-то время. Поэтому, конечно, хотелось бы... Мы считаем, что весеннюю сессию, конечно же, мы готовы. Можно успеть, да? Да. Мы пытались это делать еще, знаете, когда? Я был начальником контрольного управления администрации президента. Первый подход к снаряду был тогда сделан. Потому что это такая действительно сложная работа. Но если министр говорит, что к весенней сессии, до конца весенней сессии можно сделать, на это да, будем ориентироваться. Правда, от депутатов тоже зависит. Да, по депутатам, да, я обязательно с депутатами переговорю. Уже традиционно пожаловались главе государства предпринимателей и на чрезмерно высокую фискальную нагрузку. Хотя после прошлогоднего съезда в России и был объявлен 4-летний мораторий на изменение налогов, многие бизнесмены в этом году пошли дальше и намекнули, теперь неплохо бы подумать и над снижением. Владимир Путин выдвинул встречное предложение. Пусть тогда бизнес подумает, какие бюджетные расходы сократить. Что там сократить нужно? Пенсии, пособия, затраты на оборону и безопасность. Что нужно сделать? Потому что просто так, как мы понимаем, проблемы не решаются. Однако предприниматели просили президента не только о послаблениях. Иногда звучали и предложения действовать построже. Например, производственники обратили внимание на несовершенство системы сертификации. Слишком много в стране лабораторий по контролю за качеством. Только вот эти лаборатории никто не контролирует. Как они работают, толком не знает никто. Зато хорошо видно, что на прилавки попадают даже самые сомнительные товары. Предлагаем дополнительно к процедуре аккредитации, осуществляемой Федеральной службой по аккредитации, предусмотреть инструмент нотификации, уполномачивания, который позволит наделить правом сертификации продукции в стратегически важных отраслях. Сложно, да? Дима, не надо мной смеются. Надо мной? Что именно так развеселило участников съезда, осталось загадкой. То ли действительно смеялись над потерянной нитью рассуждений, то ли больше следили по установленным в зале мониторам, как сидящий рядом с Дмитрием Пумпянским миллиардер Андрей Мельниченко в это время меланхолично перебирал обручальное кольцо. В какой-то момент его большой палец оказался точно между средним и указательным, сложившись в известную всем фигуру. Возможно, подсознательно миллиардер таким образом выразил свое отношение к предложению соседа. А возможно, просто случайный казус. Впрочем, смех в зале вскоре стих. Все-таки тема, похоже, оказалась близка многим. К сожалению, тема такая, вот дополнительная процедура, и надо ее обязательно обсудить. Она кажется вот такой занудной, но на самом деле это то, с чем предприниматели, бизнес сталкиваются каждый день. Сегодня здесь определенный бардак есть, и мы победить его не можем. Вот это правда. Я полностью согласен с тем, что нужно
начать эту работу более активно, в том числе используя ваши предложения. Какие из прозвучавших на съезде предложений сработают, покажет только время. В любом случае, с этим согласились и предприниматели, и представители власти. Пришла пора менять в целом сложившуюся систему взаимоотношений, когда каждый преследует только свои интересы, а в итоге никому это не идет на пользу. Михаил Акинченко, Андрей Никипелов, Надежда Каширская, Виталий Зайцев. Первый канал.